Начальник главного управления МЧС. Территория самое большое государство в этом хрупком мире. Вам большое спасибо. Дай Аллах вам всех сил, чтобы вы дальше продолжали служить народу, так как служите нынче. Спасибо вам большое. Большое вам спасибо. Добрые, очень мудрые слова. Это от всего сердца. Рамзан удивляется. Поскольку у нас есть такие мудрые люди, как вы, мы и стоим твердо. Вам спасибо большое. Счастливо. Товарищ Верховный Главнокомандующий, личный состав Российского университета спецназ имени Владимира Владимировича Путина построен. Докладывает начальник республиканского штаба генерал-майор Давудов. Вольно!
правильно действовать, куда идти. Благодаря тому, что добровольцы подразделения проходят подготовку, потери минимальные, и у нас ребята приходят именно по несколько раз в спецназ «Ахмат», по несколько контрактов включают. У нас есть люди, которые по 5 раз были, по 4 раза приходят на контракт. Потому что готовится с материальной базы. Здесь мы представили базу для подготовки по тактической медицине, различные варианты кровоостанавливающих средств, средств оказания первой помощи, бандажи. Здесь представлены как российские образцы, так и трофейные образцы, то, что мы получили во время различных стран. Пулеметы, штурмовые винтовки, автоматический гранатомет, американская копия гранатомета РПГ-7 российского производства, сделана специально для того, чтобы можно было использовать российские выстрелы, стрелять российскими выстрелами. Это турецкий штурмовой гранатомет, это американский пехотный гранатомет, ну и штурмовые винтовки с подствольными гранатометами. Это штурмовая винтовка украинского производства и пусковая установка известного Джавелина. Люди бывают как бывшие военные, обычные специалисты, базовая подготовка группа работает с первой галереей. Такие медали, они равны цене звезде. За отвагу. Эти медали за личный мужество. Знаете, что хочу вам сказать? Конечно, здесь созданы уникальные условия для руководителя Чеченской Республики. Он сам воин и боец, который знает, ради чего мы живем. Мы с вами живем ради Родины. И малой нашей Родины, и большой нашей огромной страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной, чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле. И чтобы уверенно смотрели вперед. И всегда, во все времена, несмотря на то, что страна наша сложная, она многоконфессиональная, многонациональная. Вот мы сейчас с Рамзаном ехали, говорили об этом. Но всегда у всех народов России, представителей разных религий, конфессий, всегда было и остается что-то общее. Это наша морально-нравственная основа и любовь к Отечеству. Уважение к старшим поколениям, уважение к нашей истории и наша вера в нашу будущее. И в разные времена сегодня не самые лучшие, не самые простые, но в разные времена, даже в самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа. И очень приятно, что мы сейчас с вами встречаемся. Вы принимаете для себя сложное решение. Одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили. Вы переступили определенный рубеж. Я вот с этим хочу вас поздравить, хочу вас поблагодарить за решение подобного. И от всего сердца хочу пожелать вам удачи. И пока у нас есть такие мужчины, как вы, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы. Я желаю вам удачи. Кто у вас третий, четвертый раз был? Кто из них? Четвертый, пятый Поднимите раз. руки. Поднимите руки. Почему вы здесь? Расскажите вам. Сколько раз? Это раз это.
Пятый раз, да? Расскажи, Откуда сам? Ростовская область, станица Багаевская, зовут Иван. Наверное, потому что еще не доделали дело, которое начали делать несколько лет назад. То есть все до конца довести, чтобы деньги никогда не касались этого. И где-то на нас опыт получили. Не посылать же молодых. Хотя молодые сейчас есть, делимся опытом, передаем опыт как тактически, практически, так и психологически. Поэтому надо закончить начатое, потом отдыхать будет. Да. Хорошо, что есть такие парни, такие мужчины, которые готовы к решению. Не боятся этого. То есть бояться надо, но преодолевают все ради Родины, ради наших людей и готовы встать на защиту. Спасибо. Вот они брали Мариуполь, вот они зашли почти 7 километров до Киева, там, вот, они были там. Вот. Когда вы сказали, чтобы вернулись там, Херсон, вот, он был командиром. Вот. Это все ребята, которые, которые прошли там, готовы, они все командиры полков, ничего им не нужно, полностью оружие, техника, все, что нужно для военных действий, вы обеспечили, они готовы выполнить ваш любой приказ. Я всего лишь каратинист. Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении. Удачи вам, ребята. Подальше. Может, устроить тоже посадим? Если чтоб все вместе, то лучше, чем повеситься. Может, спереди посадим? Давайте, спереди, ребят. Давайте еще чуть-чуть. И назад еще чуть-чуть выйдем. Так, хорошо. Ага. Но в разные времена, даже в самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа. И очень приятно, что мы еще раз с вами встречаемся. Вы принимаете для себя сложные решения. Одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили. Вы переступили определенный рубеж. Я вот с этим хочу вас поздравить, хочу вас поблагодарить за решение подобного рода. И от всего сердца хочу пожелать вам удачи. И пока у вас есть такие мужчины, как вы, мы точно, совершенно, абсолютно непобедимы. Я желаю вам удачи, ребята. Одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили. Вы переступили определенный рубеж. Я вот с этим хочу вас поздравить, хочу вас поблагодарить за решение подобного рода. И от всего сердца хочу пожелать вам удачи. И пока у вас есть такие мужчины, как вы, мы точно, совершенно, абсолютно непобедимы.
Я желаю вам удачи, ребята.